Добрый день, дорогие телезрители телеканала Анна Ньюз. Рада вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях Павел Зарифулин, руководитель Гумилев-центра. Центр Льва Гумилева. Добрый день. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о тюркском факторе в евразийской интеграции. Вот Евразия, огромный континент. Здесь, на территории евразийского континента, на протяжении, наверное, последних 1500 лет, тюркский фактор играл огромнейшую роль и продолжает играть не только в историческом разрезе, но и в наши дни, здесь и сейчас. И тюрки – это огромный мир, это огромная цивилизация. Да, существует множество разных государств. Это Турция, это Казахстан, Киргизия, которые представляют тюркский мир. Но это и Россия. В Сибири у нас очень много тюркских народов. Татарстан, Поволжье, Кавказ. Крым. И давайте об этом, собственно, поговорим. И ведь тюркский мир, он не вполне однороден. Часть тюрок исповедует ислам, часть исповедует христианство. Есть представители, наверное, тенгрианства. Да? И давайте поговорим о многообразии тюркского мира и его значении в процессах евразийской интеграции. Давайте с удовольствием, поскольку мы в Центре Гумилева традиционно этим занимаемся вопросом, а человек, в честь которого центр и был назван, Лев Николаевич Гумилев, наверное, самый известный тюрколог в России, а может быть и в мире. Вы сказали 1500 лет, я бы немножко удлинил эту цифру, наверное, еще на 1000 лет, потому что предки тюрок – это гунны, всем известные гунны, Аттила, и те гунны, которые пришли когда-то с современной Монголии, против которых Китай построил Великую Китайскую стену. Они говорили на так называемом прототюркском языке. Потомки гуннов, вот те самые тюрки, которые пришли с Алтая, уже в V веке создали государство, которое примерно было сопоставимо с нынешним с Советским Союзом. Плюс еще кое-что. Да? То есть мы стоим на огромном каком-то фундаменте. И Россия, и любые евразийские проекты, так или иначе, они ориентируются на государственный, политический, культурный опыт тюркского каганата, или как они его называли тогда тюрки, Великого Тюркского Эля, от которого произошло множество народов, культур. Мы знаем, что тюрки живут, это огромная масса народов, от Ледовитого океана, где живут якуты, до Адриатического моря, где живут, собственно, турки. И живут они и в Европе, и в Азии, и в Иране, и в Афганистане, и в Центральной Азии, и в Китае, и в Российской Федерации, естественно. А про культурное влияние это уже никто не спорит, что тюрки оказали гигантское культурное влияние на становление России. Потому что Россия, согласно евразийской доктрине, согласно тому же Льву Николаевичу Гумилеву, является наследницей, конечно же, Золотой Орды, где тюрки составляли большинство. И так или иначе, огромное количество слов, связанных с армией, с государством, с финансами, попало в русский язык. Собственно, деньги, казна, таможня, от слова тамга, да? Товарищ, слово тавро, или ура, сабля, булат, мишень, все что угодно. И русская аристократия, так или иначе, она формировалась по принципу приглашения служилых тюркских и монгольских мурс и князей, которые, в принципе, до половины русского дворянства сформировали. И мы по фамилиям этих людей тоже прекрасно можем вычислить. Апраксин, Алябьев, Тургенев, Чаадаев, Суворов, Кутузов. Собственно, понятно, откуда эти фамилии пришли. Это тюркские роды, которые пришли служить русскому белому царю на определенном этапе истории. Поэтому тюркский фактор для России недооценить невозможно, или переоценить, да? Он так или иначе глобален. И, конечно же, для нас Россия, для тюрок, страна не чужая. Вы совершенно точно сказали, что в России живет множество тюркских народов. У нас есть такие известные всем народы, как татары и башкиры, которые имеют большие республики, богатые, с нефтью и газом. Но у нас множество тюркских народов. У нас и нагайцы живут, и кумыки на Северном Кавказе, и балкарцы, карачаевцы, и в Сибири, и сибирские татары, сибирлары, и хакассы, и алтайцы, и телеуты, и, собственно, якуты с огромной республикой, которая как раз размером с Евросоюз, примерно так, плюс-минус какая-то территория. А со вступлением в Крым мы получили еще один
народ тюркский в нашем составе, крымские татары. Ну, еще добавим сюда большое количество тюрок, которые так или иначе ориентируются на Россию. Те же гагаузы в Молдавии или тюрки, которые наши братья в Республике Казахстан, которые очень тесно связаны с русскими. Азербайджан, братская, дружеская нам страна, Узбекистан, который сейчас поменял президента, Киргизия, это все страны СНГ. Ну и тюрки живут еще гораздо шире, естественно, за их сердца, за их умы идет непримиримая геополитическая война, более 100 лет, и наши, так скажем, геополитические конкуренты всегда пытались на тюркском факторе играть. Была сформирована доктрина пантюркизма в начале 20 века. С ее помощью сначала турецкие стратегии, турецкие геополитики, потом к ним присоединились там, германские геополитики, американские геополитики, пытались расчленить наш евразийский мир, российско-евразийскую нашу цивилизацию, посеять вражду между славянами и тюрками. Мы в центре Гумилева, как евразийцы, всегда утверждали, что будущее этого пространства, этого большого российско-евразийского пространства всегда за союзом русских и тюрок, или славян и тюрок, за славяно-тюркским симбиозом. Когда вот по отдельности всегда почему-то получается национализм, шовинизм, а когда вместе получается хорошо всегда, как с точки зрения смешанных браков, так с точки зрения совместного хозяйства, потому что тюрки в большей степени кочевники, славяне оседлые, когда вместе, вот мы непобедимы. Вот когда врозь, это получается не очень хорошо. Вот в России сейчас идет борьба за построение единой нации, да, российской или русской, как многие говорят. Но некоторые представители нашей элиты считают, что это вот чисто русские, великороссы. Но на самом деле это не так. Это единая нация, состоящая из разных национальных блоков, в том числе и тюркских. И вот есть татары у нас, их достаточно много. И татары – это второй государствообразующий народ России. 6 миллионов человек. Да, кто это является немало, в принципе, конечно. предками нынешних, скажем так, татар, живущих на территории Татарстана, казанских татар, это булгары. Хан Кубрат, по которому была недавно совершена панихида, поскольку он был христианином, в храме апостола Фомы на Кантемировской, где служил другой известный священник татарского происхождения Даниил Сысоев, убитый в день рождения патриарха 7 лет тому назад. И булгары, они тоже наряду со славянами, с киевскими князьями, и вот хан Кубрат наряду с князем Владимиром тоже приложил огромную роль к тому, чтобы сформировать нынешнюю Россию, нынешнюю империю. И его памятник, наверное, тоже было бы целесообразно поставить рядом с памятником равноапостольному князю Владимиру на Красной площади. Да? Почему бы и нет? А вот почему бы и нет? Как вы думаете? Вот Я что скажете по этому вопросу? Считаю, что, еще раз повторю, что роль тюркских народов в этногенезе великорусского народа, она очень значительна. И, в принципе, вот фраза Тургенева «поскреби русского, найдешь татарина», он не только про себя имел в виду, он потомок тюркского аристократа, это видно по фамилии, собственно. Но и в отношении многих других русских людей, я просто напомню, что когда Иван Васильевич Грозный присоединял Казанское, Астраханское ханство и Ногайскую Орду и Сибирское ханство, вот население Великороссии тогдашнее, это Московская, Владимирская земля и Новгородская земля, было примерно 6 миллионов человек, когда заняли Казань, потом Астрахань. А вот население Поволжья, да, Северного Кавказа и Западной Сибири, и Урала, к которым присоединил, тоже было те же самые 6 миллионов человек. Ясно, что это были не великороссы. Так куда же они делись, вот все эти люди? И тогда было вот этих татар. Татары это название для многих народов, которые жили на этой территории, тюркских народов. 6 миллионов. Так и до сих пор 6 миллионов. Но так этого же не может быть. Просто значительная часть населения этих мест тюркоязычного, они стали русскими, и благополучно так формировался русский народ. И было несколько волн тюркских, вы упомянули про булгар, но мы забываем половцев, кыпчаков, которые подарили многих жен русским князьям, и Андрей Боголюбский,
наш замечательный князь, он был наполовину половцем, половецкая кровь, кыпчакская кровь текла в жилах Александра Невского. И помимо половцев, которые тоже активно очень крестились еще, наверное, в XII веке, в XIII веке, за которых русские пошли умирать на Калку, тоже тюркское племя. Вот мы тогда утверждали, что была война леса и степи. Вот Лев Николаевич Гумилев доказал, что был симбиоз леса и степи, что мы всегда дополняли друг друга. Потом пришли монголы, но монголов было очень мало. Это были руководители, это были ханы. Монголы остались в Монголии и в Китае. Это видно с точки зрения генетики. А на службу им пошли к тюрки. И Золотая Орда — это как раз был такой тоже тюркско-славянский симбиоз в значительной степени. И, конечно же, тюрки были, этногенез тюркский, он совершенно разный. А с точки зрения, кому ставить памятник, вот я постоянно участвую в мероприятиях в Симоновом монастыре в честь русского царя Симеона Бекбулатовича Чингизида. Многие спорят, почему Иван Васильевич Грозный передал власть над Россией татарскому хану. И это совершенно точно, он обладал всеми царскими правами. Иван Васильевич переехал в отдельный дворец на Арбате, в опричный дворец, а Симеон Бекбулатович был официальным московским царем несколько лет. Мы провели, что ли, расследование такое историческое в центре Гумилева, выяснили вот что. Значительная часть людей после присоединения Казанского Астраханского царства на этих территориях, на территориях Волги, Дона, Урала, они так или иначе московского царя не воспринимали как белого царя, как царя священного. Они видели его как, ну, вот просто некого московского князя, бывшего данника вот этих белых царей священных, монгольских, чингизидов. Тогда Иван Васильевич сделал такой вот ход конем. Он пригласил Чингизида на московский стол, и вот этот Чингизид уже передал ему это некое священное право управлять этими народами. То есть он как бы получил благословение на управление территориями, которые когда-то называлась Золотой Ордой. Поэтому вот роль Семена Бекбулатовича в создании России, а что такое сейчас Россия без Волги, что такое Россия без Дона, без Северного Кавказа, без Урала, это уже не Россия совершенно. В такой, как бы, есть такое понятие Карла Шмидта, намасократия, да, освоение территории, в освоении России, она необыкновенна. Поэтому я считаю, Семену Бекбулатовичу тоже надо поставить памятник. Мы поставили памятник Ивану Васильевичу Грозному, который тоже был наполовину потомок тюркских аристократов. Его мать Елена Глинская, она напрямую потомок того самого хана Мамая, или темника Мамая, который воевал с русскими на Куликовом поле, да, официально. Она потомок, его потомки Мамая были казаками, потом стали владетелями урочища Глина в Литве, потом пришли служить в Москву, и потом родился Иван Грозный в итоге, да, который наполовину был потомком Дмитрия Донского, а наполовину потомком темника Мамая. Вот насколько сложен этногенез, насколько сложна наша история, в которой штампы, которыми пытаются нашу историю заклеймить, что ли, вот эти скрепы, они не выдерживают просто вот этой энергии жизни, симбиоза множества народов и культур. То есть славянское и тюркское настолько переплетено в России, что ну, просто сейчас взять и вырвать одно из другого просто невозможно. Поэтому почему бы рядом с памятником Ивана Васильевича не поставить памятник Семену Бекбулатовичу? Например, в Твери, это был последний князь Тверской тоже. Или в Москве, я думаю, рано или поздно памятник в Симоновом монастыре, где был похоронен Семен Бекбулатович, русский царь, Чингизид, появится. Павел, вот такой еще к вам вопрос. Сейчас появилась замечательная инициатива, исходящая от Московской общины православных татар, которую возглавляет Динара Бухарова. Динара Бухарова в своем письме к новоизбранному президенту США Дональду Трампу обратилась с призывом отменить принятый еще 50-е годы Конгрессом США закон о порабощенных нациях. На том основании, что в России сейчас полный симбиоз всех народов, что мы единый российский народ, и что у нас нет такого понятия, как порабощенный народ. И православные татары, которые тоже являются неотъемлемой частью тюркского мира,
вот с такой инициативой обратились. На ваш взгляд, как Россия сейчас может себя на международной арене представлять с идеологической точки зрения? Ведь мы, с одной стороны, Россия — это правопреемники Византийской империи, с другой стороны, мы правопреемники Золотой Золотой Орды, Орды. конечно, да. И мы такой уникальный глобальный цивилизационный проект свой, отечественный, российский. Мы и пантюркисты со своей Конечно. колокольни, да, и Панславяне, наследники конечно. славянского мира и наследники римского мира. Мы все в одном флаконе объединяем. Вот на эту тему что-нибудь скажете? Но если, как у нас говорят, если русская женщина или татарская женщина занялась чем-то, то, конечно же, она всего добьется. Я думаю, Трамп должен уже потрясывать его должно, он должен на все согласиться и Динаре сдаться. Я думаю, я вижу уже, как это все происходит, как все эти законы отменяются, кляузные. Вообще Россия, конечно же, строилась на принципах братства народов, братства культур. Я не совсем понимаю, конечно же, вот эту идею превращения нас в некую нацию. Это совершенно, мне кажется, не свойственно нашему пространству. Мы всегда были цивилизацией, Об были этом Путин империей. сказал. Ну, дело в том, что Владимир Владимирович приносит периодически какие-то документы. Это идея господина Тишкова еще в ельцинские времена. Я считаю, эта идея вредная. Она своими корнями уходит к идее учителя Тишкова Брамлея, который говорил о том, что у нас уже все, нет никаких народов, нет никаких наций, у нас только советский народ. И Леониду Ильичу Брежневу, который уже плохо соображал, это все очень нравились, эти идеи, что у нас марксизм победил, всех перемолол, и теперь у нас советский народ. И Лев Николаевич Гумилев тогда же еще говорил, ну вы бредите просто, так не бывает. Все равно народная идентичность, она просыпается в какой-то момент, может быть сейчас она так дремлет или особенно не акцентирована, но придет время и вас разнесет просто по национальному признаку, так и произошло. Поэтому этнический фактор, народный фактор никогда нельзя забывать, никогда нельзя им пренебрегать. Строить какие-то нации, мне кажется, это ничего не выйдет просто, потому что народы сильнее всех наций. Там, те же евреи показали, что они вообще их загоняли в 1000 плавильных котлов, и они всех только веселее выходят. Их вот как это Иванушку там в горячий котел, в холодный котел плавильный, такой котел. Тут поплавили, там поплавили, а они вот молодцы, выходят дальше там. То же самое и с малыми народами в России. Там, чем больше будут их загонять, русифицировать, тем хуже, я считаю. Это вызовет отторжение. Вот и не надо их русифицировать. Строить какую-то российскую нацию. Мы большая цивилизация. Российская, евразийская цивилизация, в которой множество народов. Да. И все признают государствообразующую роль русского народа, русского языка, русской культуры. И татарского народа и тоже. И других народов. Графинских, конечно. тюркских, кавказских. И чеченского народа. Конечно же. И именно тогда вот Россия расцветет как 100 цветов. Да? Вот цветущая сложность, о которой говорил Константин Леонтьев, будет именно тогда, когда вот меньше будем мы влезать в дела этих народов, а наоборот народам помогать. Потому что они все равно ассимилируются стремительно, русифицируются. А вот ведь это же наше богатство. Наши народы – это наше богатство. Не нефть и газ. Наше богатство – это народ, люди. У нас вот любят депутаты поговорить на эту тему, что люди – наше богатство. На самом деле ничего же не делается. Развивать телевидение на национальных языках, развивать проводить культурные праздники, культурные мероприятия, учить молодежь языкам этих народов, потому что мы это все потеряем, и потом будут лингвисты вспоминать, что были такие-то. На самом деле, та же фраза Гумилева, сила системы органической в ее сложности, чем она, в отличие от механизма. Вот механизм, чем он сложнее устроен, тем он хуже работает. Органическая система, наоборот, вот человеческий мозг, одно из самых сложных произведений во Вселенной. Ну, он работает великолепно. Поэтому чем больше у нас будет народ, культур в рамках нашего общего российской, евразийской вот этой цивилизации, я предлагаю этот термин цивилизация вместо нации. Цивилизация, или, как говорил Гумилев, тот же суперэтнос. Князь Трубецкой, основатель евразийства, говорил многонародная личность, более поэтично, что каждый народ это лик, а вот все вместе они создают личность, такую многонародную личность. То есть да, вот народ, этнос и единый российский, евразийский суперэтнос или цивилизацию. Тогда все органично, никто никуда не спрашивает, никто ни во что не лезет. И именно тогда все понимают, что мы едины, но различны. Я считаю, что это наиболее великолепное устройство
нашей страны. Именно тогда мы сможем органично включать окрестные страны, которые по недоразумению, по распаду Советского Союза развалились. Потому что приходят наши русификаторы и говорят, нет белорусов. Как нет, когда не есть? Может быть, они не все на белорусском языке говорят, но есть такое понятие, как региональная идентичность. Они себя воспринимают белорусами. Или там нет украинцев, ну мы сколько поломали, ну есть они, ну ничего же вы не поделаете, ну никуда вы не денетесь. Есть украинцы, есть другие народы. Когда у нас будет вот такой есть понимать и принимать другие народы, фраза Достоевского, когда у нас вот это все заработает, без какой-то вот этой российской нации, без, которые все равно будут чиновники говорить, мы российская нация, тогда народы к нам потянутся, и другие страны к нам потянутся. И тогда вот Россия действительно будет не как бы кладбищем народов, как Соединенные Штаты Америки, не тюрьмой народов, как современный Евросоюз, я считаю, а она будет матерью для народов, как они ее, в принципе, и воспринимают, народы мира. И вот на этому, скажем так, по этому пути мы идем, стараемся идти, и я надеюсь, что у нас это получится. Вот сейчас со стороны православной общественности предпринимаются попытки поднять тему христианской части тюркского мира. И фонд, который я возглавляю, это фонд поддержки христианских церквей, Международный фонд христианской солидарности, Международный византийский клуб, Ассоциация православных экспертов, другие организации. Мы готовим в Стамбуле большую конференцию международную под названием «Христианский фактор в тюркском мире». Мы планируем пригласить туда представителей православного духовенства, исламского духовенства, историков, ученых, которые смогли бы порассуждать на тему влияния христианства в тюркском мире. Ведь тюркский мир – это не только ислам, как многие сейчас считают, да? Это и христиане, и тенгриане, это слоеный пирог. Были даже тюрки-иудаисты, хазары. Конечно. И поэтому вопрос в том, как изобрести вот эти алгоритмы единения. Может быть, как наследник Гумилева, да, как его творческое альтер-эго в нашем мире. Вы можете посоветовать нам какие-то эти вот рецепты? Ну, во-первых, действительно, тюрки это не то, почему-то так воспринимается обществом, да, что тюрки это мусульмане, это одно и то же. Это не совсем так. И есть даже в Российской Федерации несколько народов, которые христиане. Это, я напомню, якуты, чуваши, нагайбаки на Южном Урале. У них такой замечательный район, нагайбакский, там столица Фаршампинуаз. И у нас у них есть город Париж. А все почему? Они как разведка первые в составе войск Александра I входили в Париж. И им разрешили так назвать свою станицу. Это казаки, тюрки, православные. Это крешены, о них мы поговорим тоже. И это гагаузы, которые живут, естественно, не только в Молдавии или в Приднестровье, но и в Российской Федерации. Очень большая гагаузская община. И произошло это не просто так. То есть христианские тюркские народы возникли не на пустом месте, на этой огромной территории, от Якутска до Камрата. И здесь не только тому виной, в кавычках, православная проповедь. Да, конечно, приходили православные священники, но зачастую они приходили в те места, где тюрки уже были христианами. Так получилось, что в VI веке в Византии произошел церковный раскол. И возникла так называемая Несторианская церковь. Были такие проповедники, они поругались по каким-то схоластическим поводам. Сейчас, если это вспомнить, просто удивительно покажется, как это они разругались. Большой разницы не было. Вот эти несториане от патриарха Нестория, который был анафемствован на соборе в Константинополе, и его сторонники, они жили в Сирии как раз, и живут до сих пор, вот на тех территориях, где идет война. Сиро-Яковицкая церковь. Они, ассирийцы, да. И в Ираке. Вот в самых страшных местах они живут до сих пор. Но их священники были вынуждены эмигрировать сначала в Персию, а потом эти земли заняли мусульмане. Мусульмане не разрешали на своей территории вести проповедь. Разрешали жить, молиться, багдадский халиф. А у себя пропагандировать среди персов, среди арабов не разрешали. Тогда они, будучи на чужой территории фактически, а в Византию обратной дороги нет,
Отправились, ну, как вот, я считаю, это подвиг был большой, отправились вот в пустыню, в нашу, да. Сейчас ее называют русской, когда-то ее называли Скифской пустыней. Тогда это, ну, какая-то была гигантская там Сарматия или Тартария. И так получилось, что где-то к X-XI векам вот эта организация, которой не было никаких ни ресурсов, ни финансов, они крестили большинство тюркских и монгольских народов от, условно говоря, от Каспийского моря до Японии. То есть и не тюркских, и не монгольских, разных. И это была самая мощная церковь в средние века. История это поразительно. о Престоре Джоне известна. Да, да. И Христианском императоре Азии. Востока, христианском императоре Азии. Это очень интересная история. У Льва Николаевича Гумилева есть книга на эту тему «Поиски вымышленного царства». Мы ведем такой проект «Белая Индия». Это одно и то же. И русская легенда о Беловоде возникла именно тогда, что вот это тайное христианство Востока, и вот его тайный император придет, когда будет совсем все плохо. Его ждали крестоносцы, ждали византийцы, ждали русские. Так попал в русский, есть русский апокриф о царе Попе-Индийском, вот об этом христианском государе. Он попал к русским через византийцев, естественно. И русская легенда о Беловоде тоже оттуда. То есть это страна пограничная раю. Упоительно описал ее Умберто Эко покойный в романе «Баудолино», этот поход к этому государю несторианскому, который живет на краю света. И все звери ему рады, и все люди ему рады, и птицы ему рады. Он баснословно богатый, на колесницах он прискачет, всех спасет. Очень русская, по-моему, такая прекрасная легенда. Ну так вот, так получилось, что большинство сторонников Чингисхана, его наенов, и множество других племен, которые его окружали, как тюркских, так и монгольских, они были уже крещены. И Чингисхан, он очень позитивно относился к этим христианам, к несторианам, давал им многочисленные привилегии. И впоследствии даже эти христиане организовали такой крестовый поход с востока на Багдад и на Иерусалим. Другое дело, что их уже вот эти тамплиеры и иониты, они их как-то не увидели в них, пресвитериана почему-то. Это отдельная история, очень большая. Но просто я хочу сказать, что значительное количество тюрок в Великой Степи, как ни странно, во времена даже Золотой Орды были крещены в несторианский, вот эту несторианскую веру. В том числе сын хана Батыя, Сартак, на некоторое время хан Золотой Орды, побратим Александра Невского, был христианином. И мы знаем множество и наенов, и князей, монгольских, тюркских, которые были христианами. И целые субэтносы остались, как мы видим на примере нагайбаков. Да? Когда в Золотой Орде начались гонения на веру, что было, в принципе, не принято в Великой Степи, вот русские переняли у татар очень важный принцип – веротерпимость. Когда монгольский хан говорит, все мировые религии – это 5 пальцев на моей руке, там православие, ну, допустим, христианство, ислам, буддизм, иудаизм – это все там, вера в Тенгри, это все вырвать нельзя, ни один палец, это все единое, у нас полная веротерпимость. И напомню, что расцвет православной церкви во времена Золотой Орды произошел потому, что белый царь, великий хан Сарая, запретил облагать налогом монастырей. Запретил и все, и большинство, естественно, населения стало туда стекаться, чтобы налоги не платить. И тогда количество монастырей во времена Золотой Орды в геометрической прогрессии увеличилось, то есть на территории Великороссии. То есть вот этот православный бум на нашей территории времен Сергия Радонежского и расцвет русской культуры, иконописной, в том числе и творчество Андрея Рублева, они напрямую связаны с экономическими возможностями, которые Золотая Орда православной церкви дала. Но тут еще один важный вопрос. Когда в самой Орде победил ислам, то очень многие вот эти князья, тюркские и монгольские, они были вынуждены спасаться и уходить на Русь, потому что уже тогда большой разницы между православием и несторианством вот в наших условиях не было. Они приходили, крестились в православие и получали там наделы, шубы, княжеские титулы, города целые, и постепенно становились русскими князьями, боярами. И, как я уже говорил, где-то 50%, от 50 до 70% русских дворян имели так или иначе тюркское или монгольское происхождение. Но остались после них и целые этносы или субэтносы, после вот тех несториан, они тоже никуда не девались и жили
Получается, что когда православные священники к ним приходили, уже несторианская церковь рухнула в Великой Степи, но они спокойно переходили просто в православие и все. И в этом смысле, конечно же, изучать вот этот опыт существования несторианской церкви, как она возникла, как она жила, это мне очень напоминает деятельность старообрядцев, русских старообрядцев впоследствии, которые тоже верили в беловодье, тоже ориентировались только на себя, на свою общину, и тем отстаивали свои ценности, отстаивали свою культуру. Вот, конечно же, надо изучать опыт несторианской церкви. Она называлась и называется Церковью Востока. Ее опыт очень бы пригодился для современной Российской Православной Церкви, которая и является преемником этой Церкви Востока для множества народов Востока, Великой Степи, Сибири, Азии. Да, спасибо, Павел, за интересный рассказ. Уважаемые телезрители, благодарим вас за внимание. Надеюсь, что наша программа была для вас сегодня интересна. И до новых встреч.